Патриотизм – это любовь к родине. Любовь к родине начинается у нас с малого. То есть, учась в школе, я даже и не думал стать учителем, не мечтал об этом. Я никому об этом не говорил, что я вернулся. Я просто взял и пришел в школу. Через пару дней я выхожу работать. Всем привет, я Валентина Варламова, это проект «Из первых уст». Кто такой герой? Герой – это человек, способный на самоотверженный поступок ради другого человека, живого существа или своей родной страны. Героем может стать каждый человек, тому доказательство наши местные школьники, которые по дороге в культурный центр спасли своего одноклассника. И наш сегодняшний гость, наш коллега, учитель, участник специальной военной операции. Уважаемые коллеги, желаю вам приятного просмотра, обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки и комментарии. Здравствуйте, меня зовут Кутуков Сергей Геннадьевич, замдиректора по воспитательной работе 2-й Мартинской школы номер 2, учитель истории обществознания. Наверное, как и у многих мужчин, путь в профессию был случайен. То есть, учась в школе, я даже и не думал стать учителем, не мечтал об этом. Просто получилось так, что поступив на исторический факультет, пошел работать в школу. Уходил с преподавания, но, наверное, путь преподавателя он более привлекателен для меня. То есть, таким образом я опять в школе. Я думаю, наверное, нет. Все-таки нет. Когда объявили мобилизацию, я пошел. Нет, страх, конечно, был. У любого человека есть страх. Но я думал, что тот накопленный опыт службы по контракту, службы в армии, я смогу его применить. То же самое, наверное, в школе. Да? Вот этот опыт педагогический, накопленный, его можно применять, да, именно с точки зрения профессионализма, и сказать, поменялся ли я, произошла ли какая-то у меня деформация профессиональная после СВО, ее, наверное, нет. То есть, и мне самому сложно судить о своей работе. Наверное, все-таки коллеги об этом скажут больше, изменился ли я с точки зрения профессионального возврата. Я думаю, не надо говорить, я думаю, надо объяснять. Потому что информации у детей сейчас и так очень много. Интернет, то есть в интернете доступна вся информация. Скорее всего, их надо учить делать правильные выводы. Правильные выводы, получив эту информацию. Такой интересный вопрос. Я прям не могу сейчас ответить, это у нас положительно, мы это оставляем, это отрицательно, мы убираем. Да? Хотелось бы разобраться, что такое патриотизм. Патриотизм – это любовь к родине. Любовь к родине начинается у нас с малого, да? С окружающих, с обыденных таких вещей. Это уважение к своей природе, уважение к старшим, уважение к обществу в целом, да. И патриотизм, наверное, надо прививать патриотизм в школе для того, чтобы воспитывать патриотически настроенного, грамотного гражданина государства. И когда у нас это произойдет, не надо будет объяснять детям на уроках ОБЖ, для чего мы собираем, разбираем автоматы. Наверное, все-таки был интерес. Интерес был у детей, как там, да, они подбегали, спрашивали, да, обнимали. Даже выпускники, да, когда я находился еще на территории СВО, выпускники писали, как у меня дела. Я выражаю им большую благодарность за их поддержку. Коллегам моим тоже большую благодарность. Друзьям, родственникам, да, то, что всегда поддерживали, даже материально. И
Когда пришел в школу, я никому об этом не говорил, что я вернулся. Я просто взял и пришел в школу. Я через пару дней я выхожу работать. То есть удивление учителей было, радость учителей была, что я вернулся, моих коллег. И интерес у детей. Спрашивали, ну как там, что там. А потом со временем это входит в свою обыденную колею. И сейчас это просто работа. И те же с теми самыми проблемами школьными, которые были. Да? Вот буквально вчера задумался о поступлении, но пока не определился куда. Все-таки там, где заканчивается самообразование, саморазвитие, начинается ограниченность. Да? Человек обязан, должен обучаться, получать новую информацию. Да, скорее всего, это будет поступление. Это мое будущее. Как я представляю. Ну, пока какие-то бытовые не очень. Не хотелось бы как бы говорить. Наверное, бы я пожелал определиться с точки зрения профессиональной карьеры, пути работы, работа, которая бы приносила удовольствие, радость и в первую очередь, наверное, пользу обществу. Поэтому да, мое пожелание будет таким, да, определиться со своим делом, которое бы приносило пользу обществу. Читаю книги. Шучу, конечно, смотрю фильмы. Не бросил аспирантуру, а закончил бы. Искренность, открытость. Дорогие зрители, благодарю за просмотр. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки и комментарии. До новых встреч!